Сжигание сухой травы ускоряет рост молодой. Этот миф и толкает многих на весенний пал травы, однако такая уборка скорее во вред, чем в помощь. Это нарушает процесс образования перегноя и ослабляет рост растений, но нарушителей это не останавливает. В этом году у нас по городу Магаз зафиксировано 5 случаев сжигания сухой растительности. По ним проводятся проверки, устанавливаются личности, владельцы и кто поджег. Мы направляем запрос в администрацию, Министерство имущества, чтобы установить собственника земельного участка. Если собственник земельного участка установлен, то его привлекаем к ответственности. Даже если он не поджег свою траву, то есть он должен был очистить свое поле, свою территорию, свой земельный участок. Противостоять воспламенившемуся сухостою нелегко. При высокой температуре воздуха и порывах ветра высохшая трава вспыхивает как факел. В таких случаях огонь движется со скоростью 25-30 км в час и нередко может стать причиной человеческих жертв. У нас в городе не раз были случаи при поджигании сухой растительности, то что огонь мог элементарно быстро перекинуться на ближайшее здание, если бы пожарные службы вовремя не успели и не потушили бы сухую растительность. Когда поджигаете траву за счет ветра, он быстро перекидывается на другие здания, на другие территории. То есть это уже уголовная ответственность при установлении личности поджога. Поджигатели ждут немаленькие штрафы до 3000 рублей для физических лиц, до 15 тысяч для должностных и до 200 тысяч для организаций. Чаще всего ответственность за пал сухой травы несет хозяин участка. Но, как показывает статистика, такие поджоги чаще всего происходят из-за детской шалости. В основном виновниками, поджигателями сухой растительности у нас являются дети, то есть это детская шалость. В любом случае хозяин земельного участка несет ответственность, потому что он обязан очищать свою территорию, свой земельный участок, оградить его, проводить опашку, но все равно присутствует детская шалость. Хотел бы попросить родителей нашей республики, чтобы объяснили своим детям, что это нельзя делать, нельзя поджигать, что это опасно и может привести к катастрофическим последствиям. От пала травы нередко страдают птицы и животные, живущие под землей. Чтобы предотвратить такую уборку прошлогоднего сухостоя, сотрудники МЧС проводят профилактическую работу с населением. Нашим отделом проводится работа по предотвращению поджига сухой растительности. То есть мы направляем письма в администрацию, просим провести опашку территории нашего города. Пару раз проводили выступления и в телевидении, и по радио выступали, доводили до наших граждан то, что этого делать нельзя, то, что это влечет административную ответственность за собой. То есть в любом случае виновники будут наказаны. Причиной горения сухой растительности также может стать непотушенный костер или спичка, поэтому не стоит забывать погасить костер после пикника и не давать детям играть с огнем. Но если вы стали очевидцем пожара, в первую очередь нужно позвонить в пожарную охрану и сообщить точное место возгорания. Дана Плиева, Хамзат Халухаев, Новости 24.